Что такое биоразнообразие? Предлагаю рассмотреть интересную тему – биоразнообразие и климат. Для начала определимся с термином биоразнообразие. Если коротко, то это вся жизнь на Земле, от бактерий в глубине почвы до огромных китов в океане. Это не просто перечень видов, а сеть связей, процессы, круговорота, вещества и энергия, которые позволяют жить и нам. Все биоразнообразие на нашей планете рассматривается на 3 уровнях – генетическом, видовом и экосистемном. Все эти 3 уровня связаны и сложены как матрешка. Гены формируют виды, виды создают сообщества, а экосистемы определяют, какие гены и виды смогут выжить. Биоразнообразие – это архитектура планеты. И изменение климата – это порой необратимые изменения внутри этой архитектуры, которые в недалеком будущем могут совершенно изменить ситуацию на нашей планете. И, увы, не в лучшую сторону. Биоразнообразие – активный участник климатических процессов. Природа не пассивна, она активно регулирует климат. Ученые-климатологи Джеймс Лавлок и Эндрю Уотсон в 1983 году создали компьютерную модель того, как только один вид способен глобально стабилизировать климат. Модель показывает, как простейший биологический отклик может приводить к саморегуляции целой планетарной температуры. Идея. Представим планету, покрытую только белыми и черными ромашками на пустой поверхности. Белые отражают больше солнечного света и таким образом локально охлаждают поверхность. Черные же поглощают больше света и локально нагревают поверхность. Температура влияет на скорость роста ромашек, и у каждого типа есть свой оптимум. Если планета становится холоднее, черные получают преимущество, и их доля растет, и планета нагревается. Если планета становится слишком теплой, растут белые, и планета охлаждается. В результате происходит геобиологическая стабилизация температуры, благоприятная для жизни в целом. Поэтому мы знаем, леса могут создавать дожди, болота удержат углерод миллионы лет, океанический планктон производит более 50% кислорода. Но климат меняется, и экосистемы теряют способность регулировать планету. Леса горят, выбрасывается углерод, потепление усиливается, болота пересыхают и становятся источником СО2 и метана, ледники тают, меняется соленость океана и нарушаются течения. Кораллы гибнут и исчезают рифовые рыбные популяции. Это пробоины в системе, которая миллионы лет поддерживала климат. Биоразнообразие – основа продовольственной безопасности. Почва – живой организм. Каждый грамм плодородной почвы содержит до миллиарда простейших вирусов и бактерий. Повышение температуры разрушает почвенные биосети и делает растения менее устойчивыми. Все растения нуждаются в выпылении. Пчелы, мухи, бабочки, жуки и даже летучие мыши работают на благо растительности. Из-за потепления их становится меньше. Нагрев вызывает стрессы, они становятся причиной падения численности опылителей. Нарушаются природные ритмы. Растения зацветают слишком рано, и опылителей в это время нет, страдает урожай. Вредители расширяют ареалы, или другие виды, заселяя новые места обитания, становятся вредителями. Многие короеды, колорадские жуки, малярийные комары, азиатская саранча лучше и больше выживают при теплых зимах. Происходит ускорение развития и увеличение числа поколений. Границы, пригодных для жизни условий, смещаются на север и ввысь по горам. Устойчивые экосистемы – это основа нашего биоразнообразия. При изменении климата границы экосистем начинают смещаться, виды бегут на север или вверх, горные виды оказываются в ловушке, а морские уходят глубже, в холодные слои. Но далеко не все успевают. Климатические катаклизмы вызывают лесные пожары и засухи, шторма и наводнения, ветровалы и эпидемии среди животных и растений. Разрушаются локальные биомы, и экосистемы начинают распадаться. Биоразнообразие – основа экономической безопасности. Почти половина ВВП мира зависит от природы, от ее так называемых экосистемных услуг. Это означает не абстрактную красоту природы, а вполне измеримые функции. Вода, еда, чистый воздух, климатическая стабильность. Лес не просто растет. Он регулирует температуру, удерживает влагу, очищает воздух и стабилизирует почву. Реки, озера и болота работают как природные фильтры, пропуская воду через слой растений и грунта и улучшая ее качество. Насекомые-опылители обеспечивают размножение огромного числа растений. Почвенные микроорганизмы разлагают органику, создают плодородие и поддерживают круговорот питательных веществ. Морские экосистемы производят значительную часть кислорода и формируют устойчивость климата. Вся эта работа совершается непрерывно, и от ее качества напрямую зависит качество человеческой жизни.
Изменение климата превращает эти системы в хрупкие конструкции и ставит вопросы нашей экономической стабильности. А теперь примеры того, как изменение климата меняет мир. 17% территории лесов Амазонии уже утрачено, и в некоторых регионах она уже стала источником СО2. В Арктике происходит таяние морских льдов, угнетение белых медведей, разрушение пищевых цепей, таяние вечной мерзлоты, которая провоцирует выбросы метана. Климат пустынь и степей Центральной Азии становится более аридным, осадков меньше, лето удлиняется, почвы пересыхают, а пастбища деградируют. Пустыни расширяются, степи опустыниваются. Исчезают водно-болотные угодья, снижается численность степных птиц, растения теряют способность восстанавливаться, и все сталкиваются с нехваткой воды и растущей жарой. В горах исчезают виды, которые могут жить только в холодных условиях. Снежный барс теряет свою среду обитания, добычи становится меньше, а пастбища поднимаются выше. Высокогорные растения тоже отступают вверх. Климатические зоны смещаются, а площадь на вершинах меньше. Ледниковые ручьи пересыхают вместе с таянием ледников. С ними исчезают редкие беспозвоночные и целые мини-экосистемы, от которых зависят горные реки. Альпийские луга теряют уникальные виды. Как одна потеря вида проваливает всю систему. Исчезновение голубого тунца приводит к росту численности медуз и влечет за собой снижение рыбной биомассы, а также уменьшение количества птиц. Уход волков из Йеллоустоуна в свое время в США привел к росту численности оленей, которые почти съели всю растительность. А исчезновение пчел во многих регионах мира привело к падению урожайности и продовольственным кризисам. Что же будет при разных сценариях потепления? При потеплении среднегодовой температуры Земли всего лишь на 1,5 градуса по Цельсию, а это лучший сценарий международных соглашений, мы потеряем около 4% всех видов позвоночных, примерно 6% видов растений и не менее 8% насекомых, и могут исчезнуть почти 70% кораллов. А при худшем сценарии повышения температуры на 3–3,5 градуса по Цельсию изменения будут просто катастрофическими и необратимыми. Исчезновение 1/3 всех видов на Земле. Обрушение рыболовства, разрушение экосистемных услуг, пересыхание крупных рек и потеря тропических лесов. И что же можно сделать? Один из самых эффективных подходов – это защита природных территорий и восстановление экосистем. Заповедники и национальные парки сохраняют ключевые места обитания редких видов. Развитие экотуризма мотивирует местные сообщества сохранять природу. Восстановление лесов и ревайлдинг помогают вернуть утраченные функции – от удержания углерода до стабилизации водного режима. В океанах создают искусственные рифы, используют роботизированные технологии для восстановления кораллов и расширяют морские заповедники, позволяя морским экосистемам восстанавливаться после массовых стрессов. Также многие страны создают экологические коридоры для миграции животных и сохранения популяций. Красные книги в разных странах призваны защищать виды животных и растений, находящиеся под угрозой исчезновения. Эти меры работают только в комплексе, но именно такая комбинация – охрана природы, восстановление экосистем, устойчивое сельское хозяйство, морская защита, экологичные города – дает шанс сохранить биоразнообразие и адаптироваться к меняющемуся климату. Биоразнообразие – это не просто природа где-то там, это фундамент мировой экономики, безопасности и нашей жизни. И изменение климата – самый быстрый способ разрушить эту систему, но решение есть. Времени у нас достаточно, важно действовать прямо сейчас.